Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму избранному президенту Соединенных Штатов Америки, уважаемому Джо Байдену, в которой говорится: «Ваше превосходительство, имею честь сердечно поздравить вас по случаю вашего избрания президентом Соединенных Штатов Америки. Укрепление и расширение многоплановых отношений партнерства с Соединенными Штатами Америки Таджикистан рассматривает как одно из важнейших направлений своей внешней политики, высоко ценит их сегодняшний уровень и практическое содержание. Пользуясь благоприятной возможностью, выражаю надежду, что в период вашей деятельности на высоком посту руководителя Соединенных Штатов Америки мы еще больше будем развивать взаимовыгодное сотрудничество наших стран в различных сферах взаимных интересов. Выражаю готовность таджикской стороны к совместным усилиям в этом направлении и к продолжению конструктивного диалога между нашими государствами на всех уровнях. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и успеха в вашей дальнейшей ответственной деятельности. А дружному народу вашей страны мира, стабильности, прогресса и всевозрастающего процветания». Далее. 15 декабря с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, во Дворце нации состоялась церемония принятия присяги членами правительства Республики Таджикистан. 15 декабря с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, во Дворце нации состоялась церемония принятия присяги членами правительства Республики Таджикистан. Следует отметить, что в соответствии со статьей 73 Конституции Республики Таджикистан и статьей 8 Конституционного закона Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан, члены правительства после назначения на должности и утверждения указа на совместном заседании Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан присягают президенту Республики Таджикистан. Члены правительства с чувством ответственности присягнули президенту Республики Таджикистан в том, что превыше всего будут ставить интересы нации и государства, будут преданно и самоотверженно служить, все свои силы и знания направят на социально-экономическое развитие Таджикистана, будут неукоснительно соблюдать Конституцию, законы, распоряжения и указы президента Республики Таджикистан и будут неуклонно стремиться к повышению авторитета Таджикистана на международной арене. После принятия присяги членами правительства президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал членов правительства Республики Таджикистан к честному и добросовестному служению на благо народа и Родины. Сегодня во Дворце нации лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел рабочее совещание, на котором были обсуждены вопросы по обеспечению населения электроэнергией, теплом и продукциями питания, расширению мер по созиданию и благоустройству и других актуальных вопросов, способствующих принятию мер по улучшению качества жизни населения страны и контролю над ценами на продукцию на потребительском рынке. 15 декабря во Дворце нации лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел рабочее совещание. В работе совещания приняли участие члены правительства Республики Таджикистан, руководитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, председатели Сагдийской и Хатлонской областей, председатели районов столицы, городов и районов республиканского подчинения, ответственные лица структур и органов при президенте и правительстве Таджикистана, других государственных ведомств, организаций и учреждений. Предметом обсуждения на рабочем совещании стали важные и актуальные вопросы по обеспечению населения электроэнергией, теплом и продуктами питания, расширению мер по созиданию и благоустройству продовольственной безопасности, эффективному использованию приусадебных участков и президентских земель, ускорению осеннего сева и подготовке к весеннему севу, плодотворному использованию теплиц, созданию новых рабочих мест, заготовке качественных семян, всесторонней подготовке к достойной встрече великого национального праздника 30-летия государственной независимости, проведению на высоком уровне в качестве принимающей стороны запланированных региональных и международных мероприятий в городе Душанбе, в том числе саммита глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности, оказанию помощи нуждающимся слоям общества, в целом принятию мер по улучшению качества жизни населения страны и контролю над ценами на продукцию на потребительском рынке.
В связи с наступлением зимнего периода и роста спроса жителей на электроэнергию, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, первым делом обратил внимание членов правительства и руководителей исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов на необходимость создания рабочих групп в каждом городе и районе, оживления разъяснительных работ среди населения о важности экономного и целевого использования электроэнергии и решительного предотвращения расточительства при потреблении электричества. Было подчеркнуто, что с учетом нынешней ситуации с водными ресурсами в стране в зимний период каждая семья, все организации и учреждения, предприятия и цеха, невзирая на форму собственности, должны соблюдать систему экономного использования электроэнергии и предотвращения ее потерь. Потому что даже при наличии достаточного водоснабжения в случае неэкономного использования электроэнергии вновь возникнет необходимость введения ограничения на ее подачу. Принимая во внимание необходимость эффективного и рационального использования приусадебных участков и президентских земель, что является одним из основных путей обеспечения населения продуктами питания и регулирования цен на рынках, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил расширить разъяснительные работы среди жителей. В соответствии с данными в стране площадь таких земель составляет 214 тысяч гектаров, 107 тысяч гектаров из которых являются орошаемыми и охватывают 32% пахотных земель страны. По данным Организации Объединенных Наций, 2021 год для жителей планеты станет тяжелейшим. Более 270 миллионов людей по причине нехватки пищевых продуктов столкнутся с голодом и дороговизной. Поэтому президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, посчитал важным в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции расширить в стране площади под сельхозкультуры, особенно картофеля и зерновых. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, проанализировал процесс созидательных работ в стране и отметил, что до празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан времени осталось крайне мало, а выполнение работ по благоустройству до сегодняшнего дня составляет всего 65%. И это в то время, когда до празднования запланированы строительство и сдача в эксплуатацию более 9 тысяч объектов. Членам правительства, руководителям областей, городов и районов, джамуатов и поселков было поручено придавать первостепенное значение работам по благоустройству и созиданию, за счет центральных структур обеспечить полное выполнение утвержденных планов. Также были даны поручения по содержанию в хорошем состоянии дорог и перевалов и обязательному соблюдению противопожарных правил во всех организациях и учреждениях, в том числе и социальных. Для обеспечения населения товарами первой необходимости ответственным лицам было дано указание, опираясь на имеющиеся ресурсы в центрах областей, городов и районов, особенно в столице страны, регулярно организовывать ярмарки по продаже сельхозпродукции и других видов пищевых продуктов. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью обеспечения достойной жизни народа, особенно нуждающихся слоев населения, дал указание правительству страны, исполнительным органам государственной власти областей, городов и районов, министерствам и ведомствам принять меры по обеспечению материальной помощи в канун Нового года сиротам, инвалидам и малообеспеченным семьям. В настоящее время в стране проходит финальный этап конкурса «Фуруги Субхи Донои Китобас», который был организован по непосредственной инициативе президента страны и способствует нахождению талантов. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, потребовал придавать серьезное значение тому, чтобы культурные мероприятия проходили в утвержденном порядке, а итоги подводились справедливо и объективно. Также было подчеркнуто, что участники и победители конкурса должны поощряться председателями областей, городов и районов. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные указания и поручения исполнительному органу государственной власти города Душанбе, руководителям соответствующих министерств и ведомств, другим ответственным лицам по обеспечению бесперебойной работы электрических объектов, особенно по регулярному обеспечению населения города Душанбе электричеством и теплом, способствованию неуклонного развития сфер промышленности, образования, здравоохранения и культуры, повышению уровня обслуживания жителей и гостей столицы, улучшению состояния дорожно-транспортных объектов, водоснабжения, коммунального обслуживания, рынков и торговли, строительства объектов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Другие поручения также были даны по повышению градожительства населения столицы, посадке саженцев и озеленению, особенно накануне праздника Навруз, облагораживанию среды обитания, содержанию в чистоте и порядке многоэтажных жилых домов, обеспечению бесперебойной деятельности предприятий и созданию новых рабочих мест, соблюдению верховенства закона, общественного порядка и предотвращению преступности. В завершении президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что патриотически настроенный и гордый от природы народ страны, в первую очередь представители интеллигенции, каждый житель, преисполненный гражданской ответственности, будет продолжать добрые традиции по благоустройству нашей священной Родины и внесет весомый вклад в дело развития независимого Таджикистана и благоустройства его столицы. В Национальной библиотеке Таджикистана прошел заключительный день финального тура республиканского конкурса «Фуруги Субхи Донуи Китобаст. Мудрости зари сияния книга», который проводится с целью поиска новых талантов, обладающих ораторским искусством и большего привлечения молодежи к чтению книг. Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана прошел заключительный день финального тура республиканского конкурса «Фуруги Субхи Донуи Китобаст. Мудрости зари сияния книга». Данный конкурс проводится с целью повышения интереса к чтению, поиска новых талантов, обладающих ораторским искусством, уважения к национальным и культурным ценностям и укрепления чувства самосознания. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан проводятся в таких номинациях, как декламация наизусть произведений классиков таджикской литературы, декламация произведений современных таджикских литераторов, декламация детских стихотворений таджикских народных сказок, декламация наизусть произведений мировой литературы. Финальный тур республиканского конкурса «Фуруги Субхи Донуи Китобаст» проходил в 5 специальных залах для каждой номинации, по которым проводится конкурс. Общее количество участников финального тура конкурса составило 267 человек. Мастерство участников конкурса в каждой номинации оценивали члены жюри из числа известных ученых, писателей и педагогов страны. Итоги данного конкурса будут объявлены через несколько дней. Победители ждут внушительные призы. Отметим, что за период независимости развития образования стало одним из основных направлений нашей государственности. Изучение наук, техники и новых технологий получило приоритетное значение в жизни общества. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!